Столетие Тувинской Народной Республики – это государственный праздник. Он важен для всех, кто любит Тыву, кто вложил труд и талант, частичку души в ее развитие, независимо от национальности, возраста, политических и религиозных убеждений. Уважаемые земляки, со славной датой Тувинской государственности вас поздравляет временно исполняющий обязанности главы правительства Республики Тыва Владислав Тавариштаевич Ховалы. Уважаемые земляки и гости Тувы, сердечно поздравляю всех с замечательным юбилеем, столетием со дня образования Тувинской Народной Республики. Небольшой по меркам истории срок, всего одна человеческая жизнь. Но предки наши, низкий им поклон и благодарная память, пережили за это время столько событий, что иным народам и 5 веков не хватило бы. Колониальную кабалу, освободительную борьбу и революции, обретение национального суверенитета и собственной территории, создание своего государства, а затем добровольный отказ от него ради новых, более широких возможностей для сохранения и развития в составе России. Каждый из этих шагов по своему значению и ценности, как целая эпоха, но у периода ТНР все-таки особое значение. Республика стала первым в истории тувинцев государством. Это значит, что за тувинским народом на международном уровне было признано право на свою землю и границы, на свои законы и власть, свой язык, свои финансы, свою армию и другие атрибуты государственности. Хронологически точкой отсчета ТНР считается решение Всетувинского учредительного хурала от 14 августа 1921 года. Сегодня сложно поверить, как такому маленькому народу, всего-то 70 тысяч жителей, удалось создать свое государство. Да еще во времена потрясений, когда рушились и исчезали целые империи. За 15-20 лет до этих событий такого поворота истории даже присниться не мог. Тува вместе с соседней Монголией на протяжении 150 лет находились в кабале Маньчжурской империи. Надежда на избавление появилась с началом Синьхайской революции 1911 года в Китае. Угнетенные народы стали изгонять притеснителей и защищаться от новой колонизации. Тувинцы в поиске такой защиты обратились к России и получили ее покровительство. Николай II в 1914 году установил протекторат над Уренхайским краем, как тогда назвалась Тува, включив его в состав Енисейской губернии. Правда, в 1917 году царский режим пал, а с ним утратил силу и протекторат. Но де-факто Тува оставалась частью России. Вместе с ней она перенесла бури революций и кровь гражданской войны, попутно впитав новейшие идеи переустройства мира. В числе таких идей новые власти России в лице большевиков провозгласили право каждого из народов бывшей империи на самоопределение. Тува воспользовалась этим правом, учредив решением Всетувинского хурала Тувинскую Народную Республику. Такова общая картина события, но было много деталей, которые ярче красивых слов говорят, как непросто давалось это решение, какая жесткая борьба шла между различными политическими силами, как характер человека может вмещаться в, казалось бы, предопределенный сценарий жизни. Примечательно, что на первых порах на отделении от России настаивали не столько тувинцы, сколько советские эмиссары. По их планам Туву предполагалось объединить с Монголией, образовать из них государство под протекторатом России. Тем самым советское правительство рассчитывало снять тувинский вопрос, а заодно создать плацдарм для экспорта социалистической революции в страны Азии. Но эти планы нарушил особо уполномоченный Сибирского ревкома Иннокентий Софьянов, которому советские власти, как пользующимся огромным авторитетом среди тувинцев, поручили готовить Всетувинский съезд. Для Софьянова Тува была второй родиной. Он был против ее слияния с Монголией и стоял на стороне группы тувинско-наёнов во главе с Мангушем Буяном Бадыргы, которые видели Тувы независимым государством. Именно Иннокентий, по-тувински Кендей Софьянов, вместе с Буян Бадыргы убедили съезд проголосовать за образование республики, независимой во внутренних делах и выступающей под опекой России во внешней политике.
Сегодня по праву этому человеку мы устанавливаем памятник в Кызыле. Так Уренхайский край стал Тувинской Народной Республикой. Она просуществовала с августа 1921 по октябрь 1944, всего 23 года. По историческим меркам мгновение. Однако для Тувы оно стало тем самым ослепительным мигом, который, как показало время, высветил дорогу на многие десятилетия вперед. Создав республику, наши прадеды совершили то, что останется незыблемым надолго, возможно, навсегда. Они сделали народ Тувы законным и полноправным хозяином своих земель. Это та база, без которой существование самой Тувы как отдельной территории и этнической общности было бы под большим вопросом. Мы ведь прекрасно знаем, что желание пересмотреть территориальные трансформации 20-х годов прошлого века никогда не исчезало. Монголия, например, вплоть до 50-х годов требовала от СССР изменения границ на Тувинском участке в свою пользу. Даже и сегодня время от времени звучат провокационные заявления о том, что современная Тува – это часть когда-то аннексированной территории Китая. Риск потерять свою территориальную целостность побудил власти ТНР к активной интеграции с Советским Союзом. Сближение с ним республика искала защиту от чужеземных притязаний и посягательств на суверенитет молодого государства. По приглашению руководства ТНР советские специалисты принимали непосредственное участие во всех сферах строительства Новой Тувы, в системе управления, в экономике, в культуре и образовании, в здравоохранении. К примеру, с помощью советских врачей в Туве были полностью ликвидированы очаги эпидемических и социальных заболеваний. Это хорошо повлияло на демографию. В годы ТНР ее население выросло в 1,5 раза, с 63 тысяч до 95 тысяч человек. На определенном этапе государственного строительства к власти в Туве пришла правящая элита, получившая образование в вузах СССР, в том числе в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Просоветски настроена и нацелена на решительное социальное преобразование, поэтому неудивительно, что Тува во многом копировала советский опыт от устройства политической системы до организации сельского хозяйства и социальной сферы. По советскому образцу проводились ликвидация безграмотности населения, объединение частных хозяйств в колхозы, индустриализация и другие компании. В самом деле, зачем изобретать, если даже такое, можно сказать, слепое подражание давало реальный позитивный результат, и чаще всего неплохой. Проводимые преобразования, видимые невооруженным глазом, достижения заряжали наших земляков в те годы мощной верой в правильности выбранного пути. На смены войлочным юртам приходят дома из дерева и камня, лошадей поле и на дорогах заменяет техника. На месте кустарных производств появляются промышленные предприятия, создаются финансовая и банковская система, национальная валюта АШК. Появляются почтовые марки нового государства, ставшие явлением мировой филателии. Буквально на пустом месте в голой степи возникают первые оседлые поселения. Строятся больницы и школы, заводы и фабрики. Дети едут учиться в Москву и возвращаются с дипломами учителей, врачей, инженеров, агрономов, зоотехников, художников, летчиков. Первые в истории народа специалисты. И все это за каких-то 10-15 лет. Колоссальный, просто невероятный прорыв. Понятно, что события такой бешеной энергетики сегодня как раз и вызывает больше всего споров и сомнений. Время, когда Тува была ТНР, тоже оценивается по-разному. Самая расхожая версия, что ТНР был якобы спланированным проектом страны Советов. Согласно ей, СССР организовал Туве суверенитет, чтобы затем принять республику в свой состав на основании свободного волеизъявления народа. Думаю, что сторонники этой истории чересчур серьезно относятся к теории заговоров. Факты говорят, что в случае с Тувой оснований для такой трактовки событий нет. Тувинский народ и его элита всегда осознанно и по своей воле шли к союзу с Россией. Причем в разные времена, при разных правителях и политических режимах. Важнейшим этапом сближения Тувинской Народной Республики и СССР стали годы Великой Отечественной войны, когда граждане ТНР внесли свой вклад в историческую победу Советского Союза над гитлеровской Германией. Даже по сегодняшним меркам материальная помощь, оказанная советскому народу,
страной кочевников, скотоводов с малочисленным населением, была более чем значительной. С первых дней войны воевали наши земляки, имевшие двойное гражданство ДНР и СССР. На фронт отправились и тувинские добровольцы, кавалеристы, танкисты, летчики. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Тувы и России. Именно военные годы показали, насколько тесно взаимосвязаны политические системы и хозяйственные механизмы двух государств. Поэтому еще перед войной лидеры республики не раз поднимали вопрос объединения Советским Союзом. Возможно, опыт самостоятельности даже усеченный привел к ясному пониманию, что суверенитет государства не наступает по решению Урала, даже самого авторитетного. Он приходит со способностью государства обеспечить права и свободу своих граждан на работу, на жилье, на образование и медицину. Словом, на достойную жизнь. Надежды на это во многом оправдались уже первые годы после вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР в 1944 году. Экономика Тувы вошла в единый хозяйственный комплекс страны, формировались отрасли жизнеобеспечения, энергетика, добыча угля, транспортная, инженерная инфраструктура, развивалось производство потребительских товаров, темпы роста экономики в Туве опережали средние показатели по стране. Многократно возросли объемы промышленного производства, строительных работ, показатели транспорта. Было построено множество объектов социальной сферы. Некоторые из них работают и сегодня. Многие из нас и сейчас живут в домах и квартирах советского времени. Трансформация Тувинской ССР в нынешнюю республику Тыва проходила на эпохальном разломе, в период отказа от социалистического пути развития и плановой экономики и перехода страны в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого столетия на рыночные рельсы. Это было для нас очень непростое время. Снизилось промышленное производство, сократились посевные площади и сбор сельскохозяйственных культур. Большие потери понес инвестиционный комплекс. Но вместе со всей страной мы выдержали все испытания. С первых лет 21 века в Туве растет производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, строительно-монтажных работ. Началось масштабное освоение природных ресурсов. Растут доходы бюджета и показатели уровня жизни. Принимаются меры по выходу экономики на траекторию устойчивого роста. Конечно, предстоит еще много сделать для оптимизации структуры экономики и повышения ее эффективности, для развития производства, совершенствования работы социальной сферы, благоустройства наших городов и сел. Надо отметить, что развитие Тувы во многом определяется мерами поддержки со стороны федерального центра. В 90-е годы прошлого века были приняты указы президента и несколько постановлений российского правительства, направленных на поддержку развития экономики и социальной сферы республики. С 2020 года действует индивидуальная программа развития Тувы. С большим удовлетворением сообщаю, что наши предложения по решению некоторых важных проблем, развитию агропромышленного комплекса, ликвидации энергодефицита поддержаны президентом России во время нашей недавней встречи. Владимир Владимирович Путин относится к нашим проблемам с большим вниманием. По его инициативе сейчас решается вопрос о расширении строительства в Туве объектов образования, создании новых лечебно-профилактических учреждений. Народ Тувы с большой благодарностью отмечает такое отношение руководителя страны. Уважаемые земляки, наши прадеды проявили большую мудрость, выбрав единение с Россией. Именно в ее многонациональной семье тувинский народ нашел возможность сохранить себя, жить на отчей земле, мире и согласии с другими народами, говорить на своем языке, свободно следовать своим верованиям и традициям, привычным занятиям. Уверен, что на этот выбор в огромной степени повлиял опыт Первой Республики, поэтому мы и не забываем ДНР как часть нашего общего прошлого, который где прямо, где не очень явно присутствует в нашей сегодняшней жизни и делает нас такими, какие мы есть. Я не историк и не претендую на владение объективной истиной последней инстанции. Тем более, что времена ДНР изучены не настолько подробно, как нам бы хотелось. То, что мы знаем о том периоде сегодня, это во многом лишь набор фактов, объективную оценку которым еще предстоит сформулировать. Над этой темой работают наши ученые, исследователи в России и зарубежных странах. Поле деятельности здесь достаточно велико. Эти исследования необходимы и актуальны, ведь история имеет
обыкновение повторяться. Она уже повторяется. Сегодня, как и 100 лет назад, мир опять трясет от передела сфер влияния, от искусственно раздуваемой вражды между братскими народами. Впрочем, среди уроков ТНР есть и абсолютно земные, касающиеся всех и каждого. Например, тот факт, что в тогдашней Туве не было социального сиротства, преступность была на самом низком уровне. Жители ТНР не знали, что такое пьянство. Интереснее то, что в экономическом плане государство было практически самодостаточным, бюджет бездотационным. И уж поистине бесценен тот энтузиазм, с которым народ ТНР брался за коренные изменения своей жизни. Сегодня век неограниченных технологических возможностей, только за счет такой целеустремленности можно свернуть горы. Это как пожелание нашей молодежи. В ваших руках судьба родной Тувы, друзья. Еще раз поздравляю вас, дорогие земляки, с большой и знаменательной датой, столетием образования суверенной республики в центре Азии. Пусть память о прошлом будет для нас источником вдохновения на большие дела для своей страны, таким же, каким была Тувинская Народная Республика для своего поколения. Поздравление министра обороны Российской Федерации, генерала армии, героя России Сергея Кючугетовича Шойгу. Дорогие земляки, примите мои сердечные поздравления со столетием со дня образования Тувинской Народной Республики и национальным праздником животноводов на дом. Тува – удивительный край с уникальной природой, богатым культурным наследием, огромными природными ресурсами. Здесь живут добрые, талантливые, трудолюбивые и мужественные люди, которые внесли весомый вклад в победу над фашизмом и восстановление нашей страны после военного лихолетия. Единение России и Тувы позволило тувинскому народу сохранить свою самобытность, традиции, язык и веру своих предков. За последнее время многое сделано на пути развития региона и повышения качества жизни населения. Тува заметно изменилась, стала лучше, современнее, открылись новые перспективы в самых разных областях. За это искреннее спасибо многим поколениям жителей республики. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, преодоления трудностей, связанных с пандемией, жизненных и профессиональных успехов. Всего наилучшего. Всем сердцем я сегодня с вами. Поздравления от Министерства культуры Российской Федерации. От имени Министерства культуры Российской Федерации поздравляю вас со столетним юбилеем со дня образования Тувинской Народной Республики. С обретением государственности были созданы условия для изучения и развития национального языка, сохранения и приумножения культурного и духовного наследия тувинского народа. Благодаря этому всемирную известность получили тувинское горловое пение и камнерезное искусство, олицетворяющие народное творчество региона. Сегодня на Тувинской земле масштабные международные культурные проекты обретают поистине уникальное воплощение. Гости из всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья регулярно приезжают на празднование национального Нового года Шага, праздника животноводов Надым, фестиваля Устюхуре, знакомятся с богатейшими экспозициями Национального музея имени Алданмадр, в том числе всемирно известной коллекции золотых изделий скифов. Пусть знаменательная дата станет значимой вехой в развитии культуры и достижении новых успехов. Желаю жителям Республики Тыва доброго здоровья, благополучия и дальнейшего процветания. Поздравления от мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Временно исполняющему обязанности главы Республики Тыва Владиславу Тавариштаевичу Ховалыгову и жителям Республики Тыва. Уважаемый Владислав Тавариштаевич, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со столетием образования Тувинской Народной Республики и народным праздником животноводов НАДМ. Создание в 1921 году независимой республики стало важным историческим событием, определившим ее судьбу. Установление крепких связей с Россией способствовало экономическому развитию региона, сохранению богатого духовного и культурного наследия тувинцев, которые по праву гордятся родной землей, краем гор и степей, таежных лесов и альпийских лугов, полноводных рек и глубоких озер. Национальный праздник НАДМ имеет тысячелетнюю историю и является символом единения тувинцев, уважения к традициям предков. Сегодня местные животноводы вносят большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики, способствуют приумножению ее трудовой славы. Город Москва высоко ценит сложившиеся партнерские отношения с Тывой. Убежден, что наше сотрудничество будет и впредь наполняться совместными проектами в экономике, культуре, здравоохранении, туризме и других сферах. Желаю вам, уважаемый Владислав Тавариштаевич, всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде. Öldürmedik tava çerim süldezi Örgün önder tava çonnom setkili Övbelerden salgalı bizce damcıtkan Üncübüstün çarıp olmaz teşisi Şülüpüler sorup dolan Sürdürmüştüm tıva sülde Erin cımcak tıva sevgi Erin cımcak tıva sevgi Hayas turda cülendirip ucuna
айтып жорur тыныштық үзбес қызыл ұлдасыны шүлдеріне сорытылған сүлін ішкен қыласында Сто лет тувинской государственности. А что это столетие? Это целый век. Это лишь небольшой отрезок многовековой истории нашего края. 100 лет – это память. Память о наших предках. 100 лет – это наша совесть и повод перелистать, перечитать свою историю. 100 лет – это перевал. Это большой временной перевал перед бесконечно длинной дорогой в будущее. Да, столетие Тувинской Народной Республики – это замечательный повод пополнить знания по истории своего края. Таварат Республиканың аңғы күріне болып тұрғысынғандан бер 100 жыл ойы дәргі ол біздің өндір төгілістір. Өгөлерісің дейдің базымын кезеді ұғытпас ұжырлық біз. Біздің төрен жұрттығыстың қанжар тұрысынық болған төгізін өреніп, шенчілеп, біліп алырынға. 100 жылда аңы тұрасқа атқан байырлы кемжейлер ұлы салдарлы болыр ұжырлық. Столетие – это большое и значимое событие для всех нас.
И славная дата тувинской государственности вызывает большой интерес и служит мощной мотивацией к познаниям. Так давайте все вместе сделаем доступные шаги в историю. Canım Aktık жерге нүгүлдеттим Күзге тонын Үсүп көрбейін амыттандым Камнарга да Кара сеткил сеткибеймен Алтыным Kestin kara çelip geldi Angızı bay Düşmedeş Meni bolar Arap yazan Baştan deş Meni bolar Aratmamga kirgenimdeş meni bolur Aratçonum dayzını deş meni bolur
гүлдеттім. Именно здесь, Сугбажи, ныне село Кочетово, в 1921 году состоялся Всетувинский учредительный хурал. На нем 14 августа 1921 года была провозглашена независимая народная республика Тану-Тува. В резолюции говорилось, что Республика Тану-Тува является свободным государством, ни от кого не зависящим во внутренних делах, а в международных отношениях действует под покровительством России. Учредительный хурал утвердил Конституцию Тувинской Народной Республики. Высшим органом государственной власти был провозглашен Великий Хурал, а высшим исполнительным и распорядительным – Совет министров ТНР. Созданием Тувинской Народной Республики стал вопрос о быстром повышении грамотности большинства коренного населения. В 1923 году партии была поставлена задача всеобщего обучения народа грамоте. Однако это было практически неосуществимо без национальной письменности. После длительной и кропотливой предварительной работы тувинская письменность на латинице была введена декретом правительства Тувы от 28 июня 1930 года. Работа в этом направлении осуществлялась комиссией по языку и письменности при Совете министров ТНР. Руководил ею Александр Пальмбах. Окончательный переход тувинской письменности на русскую графическую основу завершился в 1945 году, когда Тувинская Народная Республика вошла в состав Советского Союза. Алфавит из 36 букв с тех пор не претерпел изменений, а правила орфографии частично изменялись и уточнялись.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Güzel, arası güzel. Eşten, çok doğaldı şu sıcak. Dur böyle, seni bundan başladık be. Be, bunlar be. Давайте, Чипа, давайте все мои объясните, все понятно. Хорошо? Хорошо, я уже понял, как и все. Раз тут объяснить, я все это наша. Eşten, сыңдап тұрбай. Ол ерге, ұлы қоңырай Москвадан келмендірінce Достықай Çalanbala gelген ұлы елшілерді бар. Біздің бұл елшілер, біздің бұл ара жолымызды арып бішарды маға ұтын, оғызбаға ұтын қары дешкәлден ұтын. Ondaydı ağrı dedik ama ana. Cavaklı eşten, işi bilirsiniz, elçilerge, benden öğür çanaştanı sorulur. Oğlum, kımda yetmez, bu kandığımız çelik tutsayan gene. Cavak eşten, elçiler serge, birlik ak onun kızı beyrge. Solamay talatlı, ölçtüzünleri çulağınızı şamının cavaş, taşlatırken, gördünüz mü? Oğlum elçiler şiş demirle. А что у нас здесь шипер убил? Товарищи, пожалуйста, мужчины все пройдите за Яков Ивановичем, а женщины, пожалуйста, все за нами. Onlar olmalı. Onlar olmalı. Gel bu. После создания независимой Тувинской республики в 1921 году были предприняты первые шаги к созданию регулярной армии. Помнишь, вот в Фейсбуке театр на своей страничке выкладывал исторические фотографии. Вот. Бойцы Тувинской армии были первыми артистами-любителями. Именно они показали первые любительские спектакли с участием Виктора Шакжаповича Гогола, чье имя носит наш родной Тувинский театр. Он в далеком еще в 1925 году уже служил в армии. А 2 мая 1925 года он играл китайца в спектакле «Хитрый китаец». Его партнерами были Баданол и Турбюлек. А в апреле 1926 года он играл шамана в одноименном спектакле. О, а наш прославленный на весь мир Максим Мундзук Дерсу был капельмейстером в армии. Вот так вот.
20-х и 30-х годах прошлого столетия Тувинская народная революционная армия Тувинской Народной Республики и Клуб советских граждан – это были своеобразные центры культурного развития молодой республики. Все новое познавалось, пробовалось и осуществлялось именно там. Там зарождались в душах молодых тувинцев желания и мечты творить. Хочется отметить общую атмосферу того времени. Все молодые, задорные, любопытные и энергичные. В творческом процессе принимали участие буквально все. Шла коллективная работа. Каждый привносил в общее дело свои идеи и мысли. Да, это было время сверхидеологизированным, но это было их время. Время становления и развития новой республики, развития нового общественного сознания и нового уклада жизни. И эта новизна, по примеру старшего русского брата, вдохновляла всех мечтать и творить. Молодость твоя с родниковой песни светлого рассвета, с этой милой рощи и ручья пою тебе поклоны, радуюсь до слез, слышу перезвоны колоколен и берез, набираю силу травы деревья. Я верую в тебя. Бью тебе поклоны, радуюсь до слез, слышу перезвоны колоколен и берез, набираю силу травы деревья. Матушка Россия, я верую в тебя. Матушка Россия, я верую в тебя. Матушка Россия, я верую в тебя.
Сопровождайте! Сегодня есть возможность внимательно изучить цифры тех времен из разных источников. И вы увидите, какой колоссальный скачок Тува сделала за первые 20 лет своей независимости. Это возникновение тувинской письменности, отсюда развитие литературы и драматургии, издательского и печатного дела, создание театра, музейного дела, развитие кинопроката. Это рост количества больниц, школ, учебных заведений, развитие сельского хозяйства и так далее. Согласно переписи 1931 года, в целом население Тувы составляло 82 183 человека. Из них 64 911 человек тувинского населения и 17 272 человека русского. В Кызыле проживало 3771 человек. Из них 421 тувинского населения и 3350 русского. Информация взята из книги «Тувинская сельскохозяйственная и демографическая перепись 1931 года». Издание Научно-исследовательской ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем. Москва, 1933 год. В приложении этого издания есть данные и по численности грамотных. Цифры, говорящие о многом. Знакомьтесь, Виктор Шалжатович Крылов, Иван Яковлевич Исполнев. Сіздерді үйреніп басқалана болды. Виктор Шалжатович Крылов, Иван Яковлевич Исполнев.
Все кипело и строилось. Приезжали новые молодые специалисты из Асаян, направленные на работу в Туву. Это были учителя, строители, инженеры, медики. Многие из них остались здесь и оставили большой вклад в развитие республики. Тувинцы стали осваивать новые профессии. Это было время необыкновенной энергии, общего культурного подъема в республике. В расцвете художественная самодеятельность, получило развитие и профессиональное искусство. Музыкальное искусство. Первые композиторы Алексей Черголов и Ростислав Кенденбиль получили образование в Казанской и Ленинградской консерваториях. Они стали первыми инициаторами открытия в 1960 году музыкального училища. Развивалось художественное искусство. Многие художники обучались в престижных институтах и училищах. Один из них, Сергей Ланзы, в 1959 году окончил институт, защитив диплом картиной «К партизанам» на тему из истории гражданской войны в Туве. Он был главным художником в Тувинском театре. Создавались новые творческие союзы композиторов, писателей, художников. А в 1964 году Фрунзенское хореографическое училище окончили Галина Чоду-Тока, Евгения Салчак, Виктор Монгуш. Они стали первыми профессиональными артистами балета. Впервые молодежь мира услышала чарующие звуки Хоймея в исполнении Максима Дакпая. Весной 1969 года произошло важное и радостное событие, давшее мощный толчок в развитие национальной культуры и искусства. Была создана Тувинская государственная филармония, а первым творческим профессиональным коллективом стал государственный ансамбль «Саяны». Если первая киноустановка была привезена в Туву в 1925-м, то в дальнейшем их количество возросло. Строились кинотеатры, на Тувинской земле снимались художественные фильмы, появилась студия дубляжа, где советские кинокартины озвучивались на тувинском языке.
Национального архива и Национальной библиотеки Республики Тыва всегда открыты для нас. Вы с нами? Историческая память избирательная. И сегодня каждый из вас сам сделает для себя определенный вывод, сам увидит или представит прошлое. Сегодня для нас открыты все дороги и возможности. Но без знания истории своего края наша дорога будет ухабистой и короче. Не достигнем желаемых высот. Столетие тувинской государственности – это повод полистать, почитать историю своего родного края.
Интересно, правда, Шаран? Столько получили познаватели информации. Это кладезь знаний. Ну да. В последнее время я стал мало открывать книги. Буду исправляться. Шаран, обратил внимание на наши тувинские старинные деньги? Но, знаешь, мне хотелось их подержать в руках. Какие же они на ощупь. Да. Туға Арат Республиканың тұрғыстыңғандан бері 100 жылдың дәнделеттері açılды. Біздің Виктор Гогол атты национал хөржім шейір театрымыз сезен бешқарыны қарлап тұрар. Театр ұран жүйленің баштайғылары Тываның амытрал жұтталғазында бірлі хуылғазын. Қажанда тұрып көрбен бұрынға ары дешбілгелік чаа ұран жүйлен жоғыныңға паралық атқанар. Театрның баштайғы артистері чаа амытралдың чаа төгінің, чаа күрінденің тұрысычылары болғыш. Идекбелі кешекчілері болғандар. Төген ұшқаш, төлем жерде тикпан ақ өг. Төгілу, оран чүйілдің өргезі боп. Олыс шонның сетке көңін улай көне. Оран сөздің күжі біле донна ғачар. Көлбеш қылдыр көжегелер аштың қаш. Көңгіз өске делеге жебісті чалар. Өске кіші салын жолын қады жұрттап. Өріп көгілеп, сағыш жолап одан өрбіз. Өртемде йол театрдыр. Өргін жону артистердір. Театр ол қызығар жоқ делегейдір. Театр ол сендірсің, мендір, шуптудыр біз. Высоко поднимем все кубок весенний, и шататренем мы устами, как дорог нам светлый миг наслаждень, так выпьем, друзья, за него. Ловите счастье миг золотой, его тяжкая утрата промчится без возврата, он жизнью молодой. Пенится светлая влага, там в сердце кипит любовь. В словах этой песни глубокая правда, ее не понять, не
Кайгы сынар каш балдардан тайып аткан ийхемни ужуражы катышканы ойгу жок дер улуг хемми эрик тургар каздай шыпкан эрги көрге көрүп жетпес бажыңнары кудум жулар магаданчы хорайып каяда бол чоруп чораш кызылымны сакты беримен кажанда бол утундурбас кызылымны эргемимне кым көчүгө дөмейлери бур чалы жара жözü борар найысылар Вперед к новым высотам! Дерзайте, творите, мечтайте! Шагайте смело, трудитесь, чтобы оставить след в истории родного края. Кызыл, мы любим тебя! С праздником, Тува! Расцветай и славься!
karşıda Aziyet evi Enes sayılır